нужен был нам товар хорошего качества для своих целей. Заинтересовались тем, что вот, увидели, как другие выращивают. Собственно, это повлиял YouTube, да, как люди там развиваются. Мы тоже хотели вот пойти по этому пути. И уже как второй год занимаемся. Ну, мы не профессионалы, да, новички в этом деле. Изначально были ошибки с посевом. Да, во время высева семян нам приехал такая, значит, агрегат, который ну, не было такого надлежащего состояния, и, собственно, посевы проходили у нас не очень качественно. Но это за собой повлияло, и, собственно, потом в конце тоннаж, урожай, да, и пришли к выводу, что нужно самим покупать сеялки эти все, чтобы была вся своя техника, и это будет легче нам, потому что в том году было очень много ручного труда, а если мы хотим выходить на объем, ну, это не есть правильно. Ошибок очень много было. В том году мы выращивали лук 1,7 гектар, и в этом году решили расшириться, посадили 7 гектар, и не только одну культуру решили, как говорят, распылить, да, и посадили 4 культуры. Объем, тоннаж общей зеленой массы планируется до 300 тонн, от 250 до 300 тонн. В частности, морковка 2 гектара, это в этом году хороший урожай, 120 тонн возьмем. Свекла планируем 50-60 тонн, редька в этих же рамках, да, а вот пекинская капуста, тут 2,5 гектара, около 100 тонн. Любая культура, она после себя оставляет макро- и микроэлементы, которые благоприятно потом усваиваются, да, вот, другими культурами. Да, то есть для этого и даже на пшеничных, тем более на пшеничных, там обязательно нужно соблюдать севооборот, да, чтобы вот после пшеницы там кукуруза и так далее. Садить, например, морковку и на следующий год на этом же месте садить морковку нежелательно, потому что нужно соблюдать севооборот, и этим мы самым истощаем землю. Поэтому нужно менять расстановку. Там, где мы выращивали пекинку, ну, там уже будем выращивать другую культуру. Да, это все согласовывается с агрономом, он нам это все подсказывает. Потому что ну, землю мы от земли, да, дай, а в итоге мы ничего не даем. Да? Но так через 5-6 лет в итоге земля придет в негодность. Один человек совет нам дал, говорит, вот 2 совета, говорит, запомните. Первое — это любить это дело. Это ясно, да. Вот второе, говорит, готовность рисковать, потому что ну, здесь может быть такое, что саранча все съест, да, и все на этом. А мы не сможем вытащить, ну, пойду-ка я семя вытащу, да, это, потому что семена тоже, посадочный материал очень дорогой. Пойду-ка я там азот свой вытащу, да, который я дал, там, ну, так уже здесь не прокатит. Здесь очень большие риски, и нужно быть к ним готовым. Цели, конечно же, расширяться, также заняться, наверное, животноводством, потому что если эти вот виды деятельности закольцевать, то есть здесь мы выращиваем зеленую массу, овощи, да, остатками мы кормим животноводство, да, свое, выходит, другими словами, органика, чистая органика, мы ее сюда и вносим. Вот когда такая будет закольцованность, это будет, мы уйдем от дополнительных растрат, связанных с покупкой минеральных удобрений, да, и больше будет органики в почве. Чем больше органики в почве, тем она будет плодотворнее, и процент гумуса он увеличивается.